Накануне свой профессиональный праздник отмечали работники судебной системы региона. Глава республики поздравил судей и ветеранов судебной системы с профессиональным праздником – Днем образования судебной системы республики, а также отдельно и аппарат Верховного суда Ингушетии с 24-летием со дня образования. Юнусбек Евкуров пожелал судьям и работникам аппаратов судов крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деятельности по развитию судебной власти. Руководитель региона отметил позитивные изменения в развитии судебной системы республики. Председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим Фаргиев поблагодарил главу Ингушетии за поздравления и проинформировал об итогах работы судов общей юрисдикции республики за первое полугодие 2018 года. В судебной системе республики в целом исполнилось 94 года, а Верховному суду республики 24 года. За эти годы Верховный суд республики состоялся как суд суда-субъекта, пользуется уважением среди других судов субъектов. Мы готовимся подводить итоги работы судов общей юрисдикции. Судами общей юрисдикции рассмотрено около 20 тысяч судебных дел и материалов. Наиболее приоритетные – это незаконный оборот наркотических средств, это почти 26% числа осужденных. После этого идут преступления против собственности, это кражи, мошенничество. И невысокий процент у нас преступлений, связанных против личности. Это убийства, разбои, грабежи, это невысокий процент. Мы видим разницу, что было буквально 5, 6, 7 лет назад и сегодняшний. И обстановка другая совершенно. И, как вы сказали, даже по искам, которые подаются и рассмотренным делам, мы уже видим, что мы стабильно развивающаяся республика, регион Российской Федерации, что у нас в криминогенном отношении стабильно и спокойно. И мы, к счастью, рассматриваем уже не вопросы, связанные с такими страшными статьями, как борьба с экстремизмом, терроризмом. Этими делами не завалены, как раньше. Все ветви судебной системы работают, поэтому я хотел бы вам лично сказать за это спасибо, как председатель Верховного суда, коллеги Верховного суда, почему потому президиум Верховного суда республики, почему потому что все равно процесс управления, если он правильный процесс управления, то, конечно, и работа идет. Хотя каждый судья волен принимать решения в рамках законов Российской Федерации, но, тем не менее, процесс управления, его никто не отменял. Поэтому вам спасибо лично за вашу работу, за трепетное отношение и любовь к своей профессии, что немаловажно, и к тем структурам судейского сообщества, которые сегодня есть в республике.